Проблемы соцзащиты наемных работников на севере обсудили сегодня в общественном центре Якутска. О работе площадки готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Вопросы поддержки жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностям и раньше становилась темой обсуждения на различных уровнях власти. Сегодня Общественная палата Российской Федерации вновь затрагивает эту тему, но уже с представителями профсоюзов. Сегодня мы, используя площадку Общественной палаты Российской Федерации, здесь в Якутске проводим круглый стол по проблеме северных территорий. Накоплено очень много вопросов. Так, на круглом столе остро обсуждались вопросы заработной платы северянам, вопросы привлечения специалистов, социально-экономического развития этих территорий. Выступая перед участниками круглого стола, руководитель региональной федерации профсоюзов особо подчеркнул вопросы транспортной доступности северных и арктических районов Якутии. Я буквально на днях съездил в Жиганский Олимпийский национальный район. Хочу отметить, это самый ближайший северный район у нас в республике. И там обращалась у меня многодетная мать. Только добраться до Якутска и обратно с ее 3 детьми, это более 100 тысяч она должна потратить. И с такой проблемой сталкиваются многие жители отдаленных северных населенных пунктов региона. Он отметил, что по этим направлениям субсидирование полетов реализуется, но его не хватает. Надо в конце концов вот этот вопрос как-то добить, и чтобы правительство все-таки помогло регионам на предоставление субсидирования на эти перевозки. И второе, то, что касательно этих авиаперевозок, у нас вот как раз внутрирегиональные перевозки основаны на авиапарк, это самолеты Ан-24, которые уже, эксплуатация уже у нас заканчивается 2022 годом. Что касается обеспечения рабочими местами жителей северных и арктических районов, то здесь вопрос также стоит остро. На круглом столе с докладом выступил генеральный директор алмазодобывающей компании «Алмаза-Анабара». Он отметил, что у промышленников, которые сегодня там ведут свои работы, проблем нет, так как они являются крупными компаниями. Но ведь у других жителей северных поселений такой возможности нет трудоустроиться в такие предприятия, а альтернативы нету. В итоге уровень безработицы остается на том же уровне. Повторюсь, таких предприятий немного. Почему немного? Потому что предприятия крупные, промышленные, которые приходят на работу в Арктику, они пользуются такими общекорпоративными принятыми правилами, которые существуют на этих предприятиях. И объективно возникает конфликт. С одной стороны, предприятие, которое зашло на северную арктическую территорию, оно, конечно, терпит колоссальные издержки. Мы там, когда слышим о том, что вот пришли олигархи и там зарабатывают на нашей земле, это, на мой взгляд, не совсем корректно. Да? Поэтому пересмотреть работу по привлечению кадров, трудоустройству жителей, открытие новых рабочих мест, поддержка предпринимателей тоже должна рассмотреться на федеральном уровне. Только тогда все вышеперечисленные вопросы будут решены. Сегодня по итогам работы круглого стола будут разработаны и прописаны рекомендации органам федерального центра. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.